Некоторые люди утверждают, что вся идея божественного Мессии — это просто выдумка христиан, и что евреи на самом деле никогда не воспринимали его таким образом. Но так ли это на самом деле? Давайте погрузимся в Ветхий Завет вместе с тремя тяжеловесами — Даниилом, Исаией и Захарией, чтобы понять, всегда ли божественность Мессии была актуальна. Начнем с самого начала. Даниила 7, 13, 14 знакомит нас с Сыном Человеческим. Там говорится: «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными, шел бы как Сын Человеческий. Дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Итак, здесь у нас две фигуры. Ветхий днями, он же Бог, и Сын Человеческий. Теперь самое интересное. Престолы. Да, во множественном числе. Они установлены в 9 стихе, но занят только один из этих престолов. До тех пор, пока не войдет Сын Человеческий. Он занимает свое место, заявляя о своей божественной власти. И обратите внимание, то же вечное владычество, которое дано Богу в Даниила 6:26, передается Сыну Человеческому в Даниила 7. Тот же язык, та же власть. Но на самом деле это еще не все. Сын Человеческий идет на облаках. В Ветхом Завете хождение на облаках носит исключительно божественный характер. В Исаии 19:1 Яхве восседает на облаке, чтобы судить Египет. Во Второзаконии 33:26 его называют Богом, который пришел по небесам. А в Псалме 67:34 и 103:3 он повелевает небесам, превращая облака в свою колесницу. Когда Даниил описывает Сына Человеческого, идущего верхом на облаках, он напрямую связывает этот образ с властью Яхве, показывая его божественным, но отличным от самого Бога. Следующим шагом давайте взглянем на мужа скорбей в 53 главе Исаии. Если вы когда-нибудь читали ее, трудно будет отрицать, что это очень похоже на Иисуса. Она написана за 700 лет до того, как Он появился на свет. Но что еще интереснее, так это то, что этот муж скорбей описан в терминах, которые выходят далеко за рамки человеческих. Во-первых, в Исаии 52:13 раб описывается как существо возвышенное. В книге пророка Исаии речь идет исключительно о Яхве. Исаия говорит то же самое о Боге, когда видит его в видении в начале книги. И в Исаии 2:11-17 он довольно ясно дает понять, что только Яхве удостаивается такого возвышения. Итак, если этот муж возвышен, то мы говорим о чем-то большем, чем просто человек. Здесь речь идет о божественной фигуре. Далее, в Исаии 53:11-12 описывается раб Бога, оправдывающий многих и ходатайствующий за грешников. Однако, в Исаии 45:24-25 говорится, что Израиль будет оправдан только самим Яхве. И в Исаии 59:16 он подчеркивает, что никто не мог заступиться за человечество, поэтому Яхве сделал это сам. Однако в Исаии 53 этот раб делает именно это. Но как? Потому что раб — это сам Яхве во плоти, ходатайствующий за свой народ. И это еще больше сближает нас. В 9 и 11 главах книги Исаии, где Мессия назван могущественным Богом и вечным Отцом, имена, которые Исаия приберегает только для Яхве. Таким образом, для Исаии этот муж скорбей — сам Бог. Давайте завершим рассказ видением Захарии об израильском царе в книге Захарии 9:9-11. Кроткий царь въезжает в Иерусалим верхом на осле. «Ликуй от радости, черь Сиона! Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на молодом осле». Звучит знакомо? Но это не просто политический лидер. Он божественный правитель, несущий справедливость и спасение миру. Прямо как муж скорбей Исаии. Но вот тут-то всех ожидает крутой поворот. В 14 главе книги Захарии сам Яхве во плоти стоит на Илионской горе, физически разделяя гору надвое. А в 9 стихе этот царь идентифицируется как сам Яхве, тот самый царь, который приезжает верхом на осле. Итак, из этого очень краткого обзора от Даниила до Исаии и Захарии Ветхого Завета мы видим, что все они вовсе не стесняются божественности Мессии.